Путешествуя по территории парка для детей и взрослых найдется много интересного. На многочисленных лужайках можно покататься на деревянных велосипедах наших дедов и прадедов, покачаться на качелях, просто отдохнуть. Финно-Угорский парк – огромная страна, знакомство с которой за один день окажется невозможным. Поэтому для гостей здесь же открыты мини-гостиницы, образующие целый комплекс на территории парка, который удивительно гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт. У каждого отеля своя концепция, которая соответствует традиционному мировоззрению, образу жизни и быту каждого из финно-угорских народов. Во всем дух единения с природой. Мебель и орнамент из корней деревьев. Стены с изображением гор и лесов, потолок с солярными знаками. Все это погружает в магический мир. В стиле и дизайне уютных номеров также отражены традиционное убранство жилищ финно-угорских народов. Все предметы дарят гостям уют и теплоту, делают отдых комфортным и одновременно познавательным. Кажется, что сквозь стены уютных номеров можно шагнуть прямо в лес. Здесь начинаешь понимать, насколько неразделимы человек и природа, как богата культура народов, живущих в гармонии с природой. Выйдя из гостиницы, можно прогуляться по саду скульптур. Его территория наполнена творчеством финно-угорских скульпторов. Центральная композиция – фонтан, символизирующий миф о сотворении мира, где единой матерью, прародительницей мира для всех финно-угорских народов считается утка, в образе которой соединились стихия воды, земли и неба. Долгожданное чудо ожидает нас в детском развлекательном центре, удивительном мире, наполненном сказками, легендами и мифами финно-угорских народов. Это незабываемое, увлекательное путешествие для всей семьи, детей и взрослых, по 3 уровням мира финно-угров: верхнему миру богов, среднему миру людей и животных и нижнему миру мертвых и злых духов. На всех этажах центра живут былинные герои и сказочные персонажи. Средний мир на 2 этаже – мир лесов и зверей, среди которых живет и человек. Этим миром правит языческий дух леса – Верса. 3-й этаж – верхний мир – это мир птиц и богов Йена и Омеля. Путешествие по детскому развлекательному центру, удивительному миру сказки будет незабываемым. Первый этаж, нижний мир, это еще и мир воды. Именно отсюда, по общему мифу всех финно-угров о сотворении мира, пошла жизнь. Здесь были созданы земля, люди, звери. Этот мир заселен духами, главный из которых дух воды – Васа, водяной, помощники которого стерегут свои владения от человека. Здесь на дне из 2 яиц утки, прародительницы, родились 2 бога, правящие миром, добрый и злой, Йен и Омель. И все это мы можем увидеть, путешествуя вместе с птицей-лебедем, которая и расскажет нам все эти легенды. Путешествуя по парку, обязательно нужно заглянуть в ресторан финно-угорской кухни. Основа финно-угорской кухни – экологически чистые продукты. Овощи, выращенные своими руками. Дичь, добытая в лесах, рыба, выловленная в чистых реках. Дары леса, грибы и ягоды. Из всего этого получаются простые и удивительно вкусные блюда. Все дорожки ведут гостей к концертно-выставочному центру.
Его светлые, просторные холлы представляют собой сочетание современной архитектуры и дизайна с элементами этнической орнаментальной графики. В их интерьере простые деревянные детали, сочетание теплых цветов в интерьере и свет, проникающий через огромные окна стены, придают им тепло и уют. В центре много других помещений. Здесь расположен бизнес-центр, отдельные залы для семинаров, кафе. Таким, по мнению дизайнеров, может быть главный зал, где будут проходить самые важные мероприятия – концерты, фестивали, конкурсы, политические, научные и экономические форумы. В оформлении зала – дизайнерские решения, которые близки и понятны каждому гостю, хотя бы немного знакомому с финно-угорским миром. Это и птичий орнамент на потолке и занавесе, и солярная символика, нашедшая свое отражение в плавных линиях сцены, расположение кресел на входных дверях и сочетание цветов, оттенков красного и белого, желтого и коричневого, символизирующих землю, праздник, красоту и чистоту. На втором этаже выставочные залы, в которых размещаются временные экспозиции художников, скульпторов, мастеров народных промыслов. Например, сейчас мы видим экспозиции коми-художников-этнофутуристов Павла Микушева и Юрия Лисовского. Этнофутуризм – это художественное направление, которое прочно вошло в творчество финно-угорских художников в 90-е годы прошлого века. Это отражение традиций в современном искусстве, явление, которое ярко проявляется в творчестве художников, представленных на этой выставке. Жалко расставаться с парком. С высоты птичьего полета можно заметить, как гармонично вписывается он в дизайн, созданный самой природой. Рукотворное чудо, уютный, самобытный и привлекательный парк, как сказка, которая может стать былью благодаря усилиям всех народов финно-угорского мира. Еще одним символом духовного единства.